Якутск на неделю становится столицей современного искусства. С сегодняшнего дня в городе стартует фестиваль современного искусства «Территория Якутск». На различных площадках города будут проходить спектакли, выставки, мастер-классы. На фестиваль приехали деятели культуры из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Подробнее с работой фестиваля нас ознакомит мой коллега Александр Хавренко. Он на прямой связи со студией. Александр, приветствую. Насколько обширная программа нас ждет в рамках фестиваля? Здравствуй, Кристина. Программа фестиваля очень большая. Он продлится неделю, и каждый день будет по 2, по 3 мероприятия. Это будут и спектакли, и какие-то экспериментальные постановки, уличный театр, классический театр в нашем понимании. Приедут гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края. Конечно же, будут выступления наших земляков в театре оперы и балета, в Саха-театре. Приедет Мирнинский театр. То есть программа очень интересная, очень обширная. Я о ней рассказать все не могу, потому что у меня не хватает слов и эмоций. Но мы поговорили с идейным вдохновителем фестиваля «Территория Якутск» Викторией Васильевой. Давайте послушаем. Сегодня, для тех, кто еще успеет прибежать и купить у нас билеты, 2 показа. Причем, заметьте, это театральное представление, которое называется «Картон», но показывают его в вашем музее художественном. Попробуйте, посмотрите. Возможно, этот жанр понравится. Завтра у нас гала-открытие для зрителей. И, на мой взгляд, это одно из самых ярких мероприятий фестиваля. Не пугайтесь, опять же, это в музыкальном театре, в вашем театре оперы и балета, литературно-музыкальная композиция. Все уже испугались, услышав про этот жанр, но тем не менее лучшие фортепиано и скрипка, дуэт Ревич и Осетинская играют замечательную музыку, и при этом тексты читают народная артистка России Евгения Добровольская и заслуженный артист России Сергей Чунишвили. Это обещает быть завораживающее зрелище, которое создаст правильное настроение. И мы очень надеемся, что после этого вы захотите посетить все мероприятия фестиваля. Тем не менее, у нас еще балет «Москва» с новой формой, с современным танцем. Все пути ведут на север. В завершение нашей программы 8 числа у нас «Эбеновая кожа». Это замечательный спектакль Юлии Пересильд. Я думаю, что это довольно оригинально, поскольку это стихи Николая Гумилева об Африке, но в ее исполнении это должно быть совершенно завораживающим зрелищем. И внутри этого несколько драматических спектаклей. Дело в том, что уже 7-й год подряд мы проводим в регионах нашего присутствия конкурс «Полюс золотой сезон». И как раз 3 лучших театра, среди которых ваш драматический театр, я имею в виду города Якутска, далее Мирнинский театр, который мы тоже очень любим и который регулярно принимает участие в наших конкурсах, и театр из Шарыпова покажут, это Красноярский край, покажут свои спектакли, которые победили, заняли первые 3 места в «Полюс золотой сезон» 2022. Ну, театральная программа действительно очень обширная. Я еще раз напомню, что приедут такие звезды театра и кино, как Сергей Чунишвили, Евгения Добровольская и, конечно же, Юлия Пересильд. Но театр – это далеко не все, что нас ждет на фестивале. Кристина? Саша, ты говорил, что будут еще и выставки. Давай подробнее о них. Да, будет очень большая, я сказал, даже масштабная выставка, она называется «Человек и его ландшафты». Для тех, кто интересуется или кому, в принципе, хочется познать, что такое современное русское искусство, вот им стоит сходить на эту выставку, потому что там представлены работы многих художников в нескольких поколениях, в несколько периодов. Поэтому можно сказать, что на этой выставке выложен весь пласт российского современного актуального искусства. Чуть подробнее о выставке нам расскажет Андрей Егоров, сотрудник Московского музея современного искусства. Это большая и презентативная экспозиция, составленная из произведений художников разных поколений, разных периодов, разных течений. Такой своего рода калейдоскоп художественных высказываний, которые все объединены единым тематическим сюжетным знаменателем. Выставка называется «Человек и его ландшафты». И исследует взаимоотношения человека, воспринимающего, да, и пространства, причем пространства внешнего и пространства внутреннего. И согласно этой концепции выставка делится на 2
раздела, которые разнесены в музее в пространстве специально, чтобы зритель совершал своего рода путешествия, да, чтобы как квест своего рода. И одна часть посвящена пространству внешнему, да, каким-то поискам идеального пейзажа. Она отталкивается от такого архетипического концепта райского сада и, в общем, демонстрирует разные модификации, визуальные модификации этой идеи. А вторая часть, наоборот, посвящена внутренним каким-то ментальным ландшафтам, скажем так, переживаниям современного человека урбанистического, который живет в цифровом пространстве, да, вот как-то путешествует, пытается найти какие-то траектории, да, внутри социальных сетей, в мире правды и постправды. И, собственно, вот эти две части, да, они составляют такое своего рода антропологическое исследование, да, как бы взаимоотношения современного человека и его окружающих и внутренних ландшафтов. Фестиваль современного искусства территории Якутска действительно очень масштабное, очень знаковое и очень уникальное событие для нашего города, поэтому я надеюсь, что те люди, которые действительно интересуются искусством, театром, изобразительным искусством, вообще искусством в любых его проявлениях, обязательно всходят на как можно больше мероприятий. Ну и мы, соответственно, тоже будем стараться держать наших зрителей в курсе событий всего фестиваля и рассказывать о том, как он проходит. Кристина? Действительно, программа фестиваля очень обширная и интересная. Спасибо, Саша.